Бог говорит с вами сегодня, прямо сейчас. После тяжелого опыта жестокой войны я торжественно клянусь восстановить все утраченное, утешить каждое разбитое сердце и вернуть мечты, которые казались безнадежными. За счет трения ваше лицо отполируется до яркого блеска, сделав вас еще более сияющим. Я дарую тебе неизмеримое количество милостей. Тем не менее, вы подверглись несправедливым страданиям, которые продолжались. Игнорируйте тех, кто разжигает страх и запугивание. С целью копаться в тебе, мой любимый, мы дорожим, храним и выбираем тебя своим словом. Небесные тайны, находящиеся за пределами познания человечества, остаются нетронутыми и непоколебимыми для прихотей, манипуляций или взглядов тех, кто со мной не согласен. Будьте бдительны и не позволяйте себе отвлекаться. Есть другие, которые завидуют вам и создают для вас проблемы, которые нужно преодолеть, навлекая на вас позор. Лучший способ сохранить хладнокровие перед лицом необоснованных обвинений – это держаться подальше от мелкой политики и драмы и вместо этого сосредоточиться на вещах, которые действительно имеют значение. Зависть, которую они испытывают, затуманивает их суждения, и я видел вашу зрелость и честность. С другой стороны, вы приобрели способность побеждать это и ходить в гармонии. Из-за того, что они отказались от единственного источника подлинного удовлетворения и удовлетворенности, ваше упоминание обо мне их сильно оскорбляет. Пока другие лежат без сна, разжигаемые обидой, ты можешь найти мирный покой в моей огромной элегантности и безопасности. Безопасность, которую я предлагаю, распространяется не только на вас, но и на ваших близких и средства, которыми вы зарабатываете на жизнь. Пока я здесь, любой противник, который замышляет против вас, потерпит неудачу. Со временем я смогу одолеть ваших противников и привести их к состоянию покоя, а если этого не удастся, то к состоянию равнодушной апатии. Несмотря на постоянные атаки, они в конце концов придут к выводу, что вы – непобедимая крепость, которую еще предстоит открыть. Вместо того, чтобы жить в полноте жизни, они сосредоточились на моих мольбах об их прощении и восстановлении. Я протянул пальцы, тем не менее они отвергли все попытки примирения и отказались признать признание. Поскольку вы заметили, что я старательно хранил решение каждой проблемы, 22 самостоятельно, вы решили включить меня в оценку. Вы с энтузиазмом восприняли мои уроки и искренне поддержали мою волю и цели. Посмотрите на дело, потому что они не могут отказаться от своей настоящей любви. Многие люди мешают себе испытать счастье. Люди с холодным характером и ограниченными умственными способностями не могут узнать друг друга и вместо этого обвиняют меня в своих обстоятельствах. Дорогие мои близкие, теперь, когда вы осознаете, что ваше счастье основано не на случайных людях, а на нашем общении, вы способны отличить себя от других. С каждым днем твердо держитесь этой жизненно важной связи, игнорируя любые отвлекающие факторы, которые могут встретиться на вашем пути. По мере того, как мы будем двигаться вперед вместе, ваша сила будет возрастать, и даже те, кто настроен враждебно, будут поражены вашим смирением. Они будут умолять вас показать через вас свое понимание, господа. Человеческая раса не заслуживает доверия, они склонны совершать ошибки. Не позволяйте своему духу ценить похвалу других людей. Всегда помните, что самое мощное,
продолжительная и способная стойко поддержать вас любовь. Моя любовь стойкая, вездесущая и непоколебимая. Поскольку вы созданы для романтики, как для того, чтобы давать, так и для того, чтобы получать, держитесь на безопасном расстоянии от людей, которые также могут вас подвести. Перестаньте доверять тем, кто, получив от вас все, имеет возможность отказаться от своей поддержки. Наше внимание привлечено к вашему желанию, и мы ответили на вашу просьбу о мире. Моя персонификация – это безопасная гавань, куда вы можете укрыться, когда вам понадобится отдых. Если требуется настойчивость, вы должны продолжать смело. В моих пальцах, путешествуя и спишь, ты найдешь дом. Защитная сила моей руки защищает тебя от опасности. Я хочу, чтобы ты знал, что я не только не одинок, но и у тебя больше никого нет. Даже когда люди, о которых вы заботитесь больше всего, отдаляются от вас, самая удивительная и глубокая любовь найдет способ достичь вас. Когда вы достигаете того момента, когда понимаете, как сильно ваш Небесный Отец заботится о вас, это становится источником огромного утешения. Я понимаю, что голод – это не единственное, что вам нужно. Ты жаждешь каждого слова, сказанного из глубины моего существа. В этот момент истинный источник вашей поддержки находится в спокойствии, вере и ободрении. С другой стороны, спокойствие, которое я предлагаю, это то, что мир и его жители не могут обеспечить. Любовь и мир – это то, что мне бы очень хотелось подарить тебе. Несмотря на сложные обстоятельства и суровые трудности, через которые вам пришлось пройти, я хочу, чтобы вы всегда чувствовали мои благословения. Их следует приветствовать с распростертыми объятиями, и вам следует отказаться от мысли, что другие люди попытаются вами воспользоваться. Вам очень повезло, потому что вы знаете то, чего не знают другие люди. Используйте эту информацию. С непоколебимой стойкостью позвольте своим обязательствам оставаться непоколебимыми, даже когда вы совершенно утомлены. Всегда сохраняйте решимость перед лицом, казалось бы, непреодолимых препятствий, таких как бесконечный процесс корректировки и совершенствования, а также отказ от менее важных целей. Вам нужно напоминать себе, что вы работаете над достижением цели, которая действительно достойна того энтузиазма, который вы излучаете. Если бы вы могли хотя бы мельком увидеть мой прекрасный темперамент как свое будущее, вы были бы настолько переполнены счастьем, что ползали бы на коленях и выкрикивали глаза. Я предлагаю вам невыразимо чудесный дар – разрешение направить мою любящую силу в мир, погрязший во тьме. Важно помнить, что я удостоил тебя выдающейся чести, превосходящей честь как людей, так и ангелов. Неизбежно, что силы зла восстанут против вас в ответ на достоинство, которое я хочу показать через вашу жизнь. Несмотря на это, ты не должен отказываться от уверенности, что я всегда приведу тебя к победе, даже если ты пройдешь через этот духовный конфликт. Даже если вы верите, что вы мертвы для греха, но живы для меня, нет оружия, которое могло бы в конечном итоге спасти вас от поражения, какими бы сильными ни дули ветры жизни. В результате моей успешно выполненной работы ваше укрепленное убежище не подверглось опасности. Поэтому продолжайте культивировать святое стремление, которое у вас есть внутри, к большему количеству моего духа, пока оно не превратится в пылающий столб света, раздувающий огни каждой фразы, которая вам дорога.
Пламя, которое горит внутри вас, должно ярко сиять и проливать свет на дорогу впереди. Осознайте и примите это огромное стремление к священному и позвольте ему служить движущей силой, которая подтолкнет вас к более глубокой религиозной приверженности и более значимой цели. Это будет очень полезное время для вас и людей, которые вам не безразличны. Вы способны сохранить свою веру и будете продолжать делать это в будущем. Вы показали, что готовы принять мои благословения, и я готов даровать их вам. Воспользуйтесь преимуществами обильных ресурсов, которые вас ждут. Отпустите мысль о том, что вы потерпели неудачу и что трудные времена пройдут. Всем моим самым дорогим детям суждено добиться величия в своей жизни. Я скажу вам это с абсолютной уверенностью. Их история не всегда связана с неудачами, и моя любовь к ним совершенно безгранична. Я здесь, чтобы подбадривать их, направлять и исправлять, когда они дезориентируются. Они постоят за себя, берут на себя ответственность за свои действия, и я прощаю их с бесконечной любовью и настойчивостью. Всякий раз, когда они совершают ошибку, я призываю их взять себя в руки, отряхнуться и продолжать изо всех сил верить моим обещаниям, не спуская глаз с приза. Некоторые из моих младших не безупречны, но они стараются. Хотя вы надеетесь на возвращение всего украденного имущества, вы чувствуете бремя этой ответственности. Это может быть сложно, и размышления о многих последствиях, которые могут возникнуть в результате вашего выбора, могут вызвать у вас психологический дискомфорт. Пришло время отпустить то, что вас тяготит. Если вы будете проводить все свое время, беспокоясь о событиях, которые могут произойти, вы не сможете жить той жизнью, которую я запланировал для вас. Приложите сознательное усилие, чтобы перестать опускать голову или позволять беспокойству брать над вами верх. Уверяю вас, что я осуществлю все ваши цели и открою двери, которые вы никогда не могли открыть без моей помощи. От начала и до конца я буду с тобой, и мое слово – закон. Я могу контролировать время. Вечер – это то, что я создал. Несмотря на то, что у вас проблемы со сном из-за беспокойства в уме, вы можете успокоить себя тем, что у меня все под контролем. Несмотря на то, что истерия попытается взять верх, вы должны сохранять самообладание, противостоять ей и заявлять, что ваше сердце не напугано. Верьте в Бога, вашего Господа и вашего самого близкого друга. Доверьтесь Ему. Наблюдайте, как ваши тревоги тают, и почувствуйте, как бремя, которое вы несли, снимается с ваших плеч, когда вы доверяете мне. Когда ваш разум приветствует мое спокойствие, он освобождается от беспокойства. Можно найти счастье даже перед лицом невзгод, если жить полной жизнью. Успокаивающий тон моего голоса позволяет мне утешить вас, положить руку на ваше плечо и дать вам силы защититься от любого нападения. Вы обнаружите, что мои слова полны обещаний, которые укрепят ваше доверие ко мне в тот момент, когда вы больше всего в этом нуждаетесь. Доверься мне и следуй моим указаниям. Продолжайте свое путешествие. Вы не особо сопротивлялись, чтобы прекратить этот разговор. Я намерен укрепить вашу веру, смелость и силу в настоящий момент. Я хочу научить тебя быть терпеливым, даже когда твоя душа изнемогает, жить спокойно и успокоить свое нервное сердце, что бояться, пожалуй, нечего. Я хочу научить тебя всему этому.
Считайте это призванием одновременно святым и возвышенным. Если вы смело будете следовать моей вере, мои дары переплетутся и образуют неразрывную цепь совершенных связей, которые позволят вам говорить мои слова в определенных ситуациях. Эти слова могут включать в себя понимание прошлого и настоящего или указывать направление на будущее. Без сомнения, вы сможете наблюдать чудеса и сопровождающие их признаки. В эти последние дни года я очень благодарен за непоколебимую поддержку, которую вы оказали. Моя сила на работе организована весьма примечательным образом. Я приведу вас, пока вы будете выполнять эту почтенную и священную миссию при вашей жизни. Пока это происходит, мои обильные благословения будут изливаться в вашу жизнь. Мотивируйте себя искать это духовное богатство с упорной настойчивостью, позволяя огню, уже присутствующему внутри вас, гореть ярче. Жертва, которую вы принесете, не будет напрасной, напротив, это откроет путь к благословениям и чудесам, превосходящим все, что вы можете себе представить. В настоящее время вы находитесь в путешествии, в котором вам предлагаются сверхъестественные встречи и небесные встречи, которые пытаются оставить в вас неизгладимый след. Следовательно, очень важно сохранять твердую позицию в своих убеждениях. В то же время многие люди заявляют, что хотят большего от моего божественного присутствия, но они говорят бессмысленные слова и меняют свое мнение, когда сталкиваются с огромной скоростью близости. Эта обширность не ограничивается денежными соображениями, скорее, оно достигает глубин развития характера, требуя любящей ответственности и точной реакции на различные чувства и обстоятельства. Моя милость будет с вами, когда вы отправитесь в этот путь трансформации. Однако я не могу отказаться от наиболее важных компонентов своей власти и влияния в пользу тех людей, чьи цели и взгляды не изменились. В отличие от тех, кто придерживается растоптанных корней общественного мнения, я повелеваю вам собирать и защищать урожай для моего вечного хранилища способом, просвещенным сострадательным заступничеством, которое распространяется на всех, кто преследует вас, оставаясь при этом стойкими в своей приверженности сохранения реалий, которые невозможно поставить под угрозу. Очень важно осознавать, в какой степени невидимое может оказать влияние, когда осложнения приходят как изнутри, так и снаружи организации. Благодаря этим знаниям вы сможете активно формировать область идей и образов, невидимых невооруженным глазом, а результаты можно наблюдать. Погрузитесь в вечное, чтобы изменить свою точку зрения и дать своему разуму столь необходимый духовный импульс. Это полезный трамплин, который даст вам возможность научиться воспринимать внешний мир и ориентироваться в нем с моей небесной точки зрения. Я молюсь, чтобы мои взгляды всегда служили источником ваших решений и естественно основанным на обещаниях, предлагаемых Библией. Включите в свою жизнь священное творчество, чтобы оно раскрыло прекрасное будущее, которое я готовлю для вас, а также способы, которыми я готовлю вас к победе над проблемами, присущими человеческой природе. Волновой эффект создается, когда вы берете на себя обязательство участвовать в невидимой борьбе и формировании своей внутренней мысли. Этот эффект потенциально может повлиять на структуру вашего существования. Помните, что ваши путешествия имеют неизмеримую ценность в небесной сокровищнице, когда вы идете по этой тропе, пропитанной слезами любовного заступничества и непоколебимой реальности.
Когда вы находитесь в моем присутствии, вы обнаружите бесконечный запас энергии, который будет направлен вам в результате моего небесного замысла. Вместо этого сосредоточьте свое внимание на пути веры и входе, на котором вы находитесь. Вы можете быть уверены, что я предоставлю вам человека, который непоколебимо предан вам и который будет безоговорочно заботиться о вас. Чудесные дела, которые я совершу в тебе, будут по величине и благодати непостижимы, и они будут вдохновляющего рода. Верьте тому, что я говорю, и верьте тому, что я говорю. Ваша жизнь будет наполнена благодатью и благосклонностью, и окружающие не смогут не задаться этим вопросом. Пожалуйста, знайте, что я с вами и что любой, кто имеет веру, может получить доступ к огромной силе, которой я обладаю. Вы не должны колебаться в своей решимости. Продолжайте свое путешествие, сохраняйте спокойствие и занимайтесь физической активностью. Пока мы продолжаем беседу, я приглашаю вас помолиться мне. Большую часть времени я обращаю внимание на крики моих детей о помощи. Учтите тот факт, что я полностью все осознаю. Каждая слеза, которую ты плачешь, слышна мне. Дело не только в том, что я знаком с тобой на данный момент, но ты также хранишь высшую ценность в моем сердце, вплоть до количества твоих волос. Поскольку я полностью готов быть рядом с вами, у вас больше нет причин для беспокойства. Я не смогу оставить тебя, пока не выполню все обещания, что я сделал для тебя. Поэтому вы не должны позволять проступкам, совершаемым другими людьми, обескураживать вас. Не обращайте внимания на тот факт, что нечестивцы добились успеха в своих усилиях. Перестаньте позволять каким-либо их действиям влиять на вас. Сохраняйте хладнокровие и спокойствие. Мой божественный план предписывает им получить заслуженные последствия в результате своих злых дел. Вместо этого сосредоточьтесь на пути веры и стойкости, по которому вы идете. Вы можете быть уверены, что я предоставлю вам человека, который непоколебимо предан вам и который будет безоговорочно заботиться о вас. Через Господа Иисуса Христа, Сын мой, я искупил тебя. Моя любовь к тебе безгранична, и я глубоко вовлечен во все аспекты твоей жизни. Несмотря ни на что, я всегда рядом с тобой. Важно помнить, что я всегда рядом с вами, готовый предложить свою милость и прощение, даже если из-за ваших грехов у вас может возникнуть чувство недостойности или отсутствия меня. Поэтому я был бы признателен, если бы вы уделили мне несколько минут своего внимания. Я очень рад сообщить вам отличные новости. Как степень моей любви к тебе, так и степень благословений, которые я приготовил для тебя, моя дорогая, невозможно адекватно передать словами. В вашей жизни я активно стремлюсь направлять вас и организовывать события для вашего максимального блага. Я работаю, чтобы сделать вашу жизнь лучше. Вы должны верить, что я выполню каждое обещание, которое я дал вам, и вы должны доверять плану, который у меня есть для вас. Если вы продолжите сеять семена любви, надежды и доверия, вы станете свидетелем того, как огромный урожай будет собираться прямо на ваших глазах. Всегда молитесь, верьте в меня и призывайте имя моего дорогого Сына Иисуса. Молитесь не переставая. Утешайтесь, зная, что я всегда рядом с вами, направляю вас, люблю вас и гарантирую, что все пойдет вам на пользу.
Я хочу, чтобы ты верила в меня, моя дорогая, и пусть моя любовь наполнит тебя неописуемым количеством радости и спокойствия. Мое сердце, моя любовь, ведь я всегда с тобой, даже когда может показаться, что нас разделяет большое расстояние. Моя любовь к тебе безгранична. Это бесконечное пламя, которое невозможно погасить, сколько бы времени ни прошло. Моя любовь к тебе непоколебима. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с проблемами, они сильнее любого препятствия, с которым вы можете столкнуться. Я хочу, чтобы ты знал, что моя любовь к тебе ярко сияет даже в самые темные ночи и поможет тебе преодолеть любые трудности и испытания. Несмотря на то, что задачи могут показаться непосильными, моя любовь поможет вам их преодолеть. Он способен выйти за пределы земного существования, давая проницательность и силу, которая побеждает любой вызов. Будьте уверены, что я никогда не оставлю вас и всегда предоставлю вам утешение, руководство и непоколебимую поддержку. Пожалуйста, примите во внимание важный урок, который я преподаю вам сегодня. Моя любовь к вам безгранична и бесконечна. Мне известны все ваши аспекты, и я испытываю к вам самое высокое уважение. Я хочу, чтобы ты верил в мою любовь, и пусть она ведет тебя по жизненному пути. Трудности возникнут, но я был рядом с вами, обеспечивая вам комфорт и силу на этом пути. Доверьтесь моему неизменному присутствию и позвольте мне провести вас через испытания и трудности, которые бросает вам жизнь. Найди убежище в моих объятиях и отдайся моей любви к тебе. Важно помнить, что вы не одиноки, сталкиваясь с предстоящими проблемами и препятствиями. Я присутствую с намерением выслушать ваши молитвы и предоставить вам утешение и руководство. Если вы придете ко мне со своими надеждами и тревогами, я предложу вам помощь и руководство, необходимые для победы над ними. Важно, чтобы вы без колебаний обращались ко мне, особенно утром, когда я наиболее восприимчив к вашему голосу. Я отвечу тебе добротой и состраданием, если ты позволишь аромату твоих слов подняться до меня, как фимиам. Мы с вами будем работать вместе, чтобы преодолеть непредсказуемость жизни, и я проведу вас туда, где вы сможете обрести спокойствие и удовлетворение. Несмотря на ваши страхи и неуверенность, я здесь, чтобы освободить вас от этих оков и освободить вас. У меня есть способность успокоить ваше обеспокоенное сердце и укрепить вашу решимость словами, которые я говорю. Важно не поддаваться слабости, а сохранять храбрость перед лицом невзгод. Я всегда буду рядом с тобой, готов предложить тебе поддержку и утешение в любое время, когда тебе это понадобится. Я твой преданный товарищ. Когда жизненные трудности станут невыносимыми, доверьтесь моей уверенности и ищите утешения в моем присутствии. Помните, что я всегда рядом с вами, готовый осыпать вас любовью и состраданием. Я здесь ради тебя безоговорочно. Вы должны освободиться от бремени обвинений себя и вместо этого использовать возможность достижения, которая уже присутствует внутри вас. С каждым днем, когда твоя вера в меня углубляется, ты должен все больше и больше опираться на меня. Как мое самое драгоценное дитя, я выбрал тебя, чтобы ты был проводником для тех, кто находится в непосредственной близости от тебя. Вы должны отправиться в свое путешествие, зная, что опыт, полученный вами в прошлом, подготовил вас к величию. Признайте и примите ценность знаний,
которые я предоставляю. Подчинившись моей воле, вы сможете принимать мудрые суждения и развивать важные связи, и то и другое приведет к вашему успеху в эту новую эпоху сверхъестественного. Не стесняйтесь воспользоваться благословениями и преимуществами, которые я предлагаю. Уверенность, сила и счастье по праву принадлежат вам, и они принесут вам именно это. Позвольте им вытереть ваши слезы и остановить депрессию, которую вы испытываете. Вы можете рассчитывать на то, что я защитю и поддержу вас, залечу ваши раны, приду вам на помощь и решу любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Если вы действительно ищете меня всем своим сердцем, вы откроете для себя чудеса, которые я приготовил для вас. Всегда будьте начеку, обращайте пристальное внимание на то, что я говорю, и полностью погружайтесь в мое направление. Отпустите свой гнев и негативное влияние, которое влияет на вас, и освободите место в своей жизни для нежного потока моей любви. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на мой голос, потому что он содержит необходимые вам знания и указания, особенно когда вы находитесь в моем присутствии. Приучайте свой разум воспринимать и подчиняться любящим указаниям, которые я даю. Согласуйте свои идеи, слова и действия с руководством Святого Духа и целеустремленностью. Это похоже на утренний свет, который рассеивает тьму, принося ясность и направление. Несмотря на то, что другие пытаются навязать вам свой религиозный авторитет или мудрость, ищите мудрости и смелости, чтобы противостоять искушению. Проверьте каждое слово и мотивацию на соответствие неизменным принципам, изложенным в Библии, и верьте, что Святой Дух поможет вам отличать истину от лжи. Важно проявлять бдительность и следить за тем, чтобы ваше пророческое ходатайство и участие в нерелигиозных спорах основывалось на руководстве Духа, а не на личных чувствах или дискомфорте. Чтобы успешно справиться с этими сложностями и препятствиями, сохраняйте бдительность и твердо придерживайтесь вечной истины Писания. Я здесь, чтобы снять ваш стресс и проложить путь к вашему успеху и общему удовлетворению. Доверьтесь мне и позвольте мне привести вас к счастью и богатству. Не нужно бояться или сомневаться, потому что я с вами на каждом этапе пути, направляя действия, которые будут соответствовать вашим целям и желаниям. Я создам возможности для вашего развития и счастья и открою двери, которые казались недоступными. Примите путь доверия и знайте, что я неустанно работаю ради вас. Отправляйтесь в приключения с твердой уверенностью в плане, который у меня есть для вас. Вы можете быть спокойны, зная, что вас осыпет счастье и изобилие. Отпустите свои тревоги и страхи, потому что я работаю над планом, преимущества которого специально адаптированы к вашим потребностям. Я здесь, чтобы помочь вам облегчить ваше бремя и привести вас к жизни, полной удовлетворения и успеха. Независимо от того, насколько трудным может показаться предстоящий путь или насколько тяжелым может показаться ваше бремя, и если вы доверитесь мне, мы вместе пройдем жизненные приключения с уверенностью и элегантностью. Рука об руку мы преодолеем все трудности. Ваши обстоятельства могут показаться безнадежными, но я здесь, чтобы спасти вас от невзгод и привести к свободе. Под моим руководством ваш дух освободится от оков унижения и разрушения. Ежедневно я с нетерпением жду вашего прибытия, готовый удовлетворить ваши непоколебимые потребности и внимательно слушать каждое ваше слово.
Удовлетворение ваших потребностей имеет для меня первостепенное значение, и я никогда не откажусь от вас. Вы можете доверять мне в любое время, не опасаясь осуждения или гнева. Помните, что будущее полно бесчисленных возможностей, поскольку мы продолжаем наше путешествие. Благодаря решимости, сильному желанию победить и непоколебимой вере в меня вы в конечном итоге будете вознаграждены за свое терпение и настойчивость. Вместе мы преодолеем любые препятствия на нашем пути и добьемся победы. Верьте, что я всегда вовремя, и вместе мы победим. Ты невероятное благословение. Вы можете возобновить общение с теми, кто обидел вас, поскольку со временем они осознают ценность, которую вы приносите миру, и, возможно, захотят восстановить свои отношения с вами. Всегда помните, что я всегда рядом с вами, и ваша судьба – помогать другим и достигать позиции лидера в вашем сообществе. Кто верит, готовьтесь и не бойтесь. С мудростью и смирением у вас не будет недостатка ни в чем. Когда вы склонитесь в молитве, возможность постучится в вашу дверь и принесет вам процветание. Ваши молитвы имеют огромную силу и отзываются в моей небесной обители. Найдите время, чтобы выразить благодарность за благословения, которые ждут впереди. Возвысьте свой голос во всей хвале Бога, выразите благодарность за Его милость и благосклонность и поднимите руки в торжестве. Знай, что благодать и благоволение изольют тебя, и я благословлю тебя обильно. Делайте это с уверенностью и радостью, которые это знание приносит в ваше сердце. Я пришел исполнить. Моя миссия — принести вам мир и процветание. Я сделаю из тебя проницательного и умного человека, чтобы ничто, даже препятствие, которым я поклоняюсь, не могло помешать достижению твоих целей в этом мире. Всегда обращайте свое внимание на меня, совершая доброе дело, независимо от проблем, с которыми вы можете столкнуться. Важно помнить, что ты мой самый ценный актив, мой самый желанный ребенок, и что ты был выбран задолго до существования Земли. Еще до того, как ты был в утробе матери, ты был призван и избран мною. Это место даст благословение на ваше будущее. Я призвал вас к огромному богатству, благословениям и победе. Итак, мое дорогое дитя, не бойся больше. Ваш дух не должен быть омрачен негативом других, и вы не должны позволять их комментариям влиять на вас. Ужасные заявления, которые они сделали, должны укрепить вашу веру в меня. Вы должны поверить в то, что я говорю. Я должен руководить вашим путешествием, и вы должны держаться подальше от людей со злыми намерениями. Их попытки причинить тебе вред потерпят неудачу, потому что я буду рядом с тобой в этом испытании. Под моей опекой вы обретете комфорт и силу. Я буду защищать тебя от вреда, и я позабочусь о том, чтобы никто и ничто не могло причинить тебе вреда. Я искренне беспокоюсь о тебе и могу держать твою жизнь в своих руках. Пожалуйста, окажите мне честь сопровождать вас в этом путешествии, держа вас за руку. Я пришел принести вам мир и успех в этой жизни. Вместе я буду развивать вашу проницательность и интеллект и позабочусь о том, чтобы ничто не помешало вашим достижениям, даже проблемы, которые близки моему сердцу. Сохраняйте свою приверженность достижению хороших результатов, несмотря на любые трудности, и никогда не теряйте меня из виду.
Всегда помни, что ты мое самое драгоценное сокровище, избранное задолго до существования Земли, еще до того, как ты оказался в утробе матери. Поскольку вы были избраны, чтобы принести вам огромный успех, благословение и богатство, я призвал вас. Так что, мое дорогое дитя, не бойся. Не позволяйте пессимизму или критике со стороны тех, кто в вас не верит, ослабить ваш энтузиазм. Их неприятные комментарии неуместны, чтобы подрывать вашу веру. Скорее, вы должны довериться мне, сдержать мои слова и подчинить свое путешествие моему руководству. Обязательно держитесь подальше от злонамеренных людей. Их попытки причинить вам вред окажутся безуспешными. В случае, если их комментарии направлены во вред вам, я буду на вашей стороне. Под моей защитой я позабочусь о том, чтобы вам не причинили никакого вреда. Вы источник комфорта и силы. Я искренне беспокоюсь о тебе и могу держать твою жизнь в своих руках. Дай мне возможность взять тебя за руку и повести по направлению твоей судьбы. Позвольте мне сражаться на вашей стороне, и я позабочусь о том, чтобы вы выиграли каждую битву. Тебе больше не придется идти путями ошибок, боли и хрупкости, потому что ты почувствуешь, как мое присутствие поглотит тебя. Всегда действуйте осторожно во всем, что вы делаете, и показывайте, что вы мудры и умны. Вы чувствуете внутри себя движение, но не можете полностью осознать, что это такое. Отказ от моей любви создает разрыв в твоем сердце, вызывая чувство боли и слез. Вы обнаруживаете, что ищете любовь не в тех местах, и это не дает вам спать по ночам. Но ты глубоко осознаешь, что на этом земном шаре нет никого, кто мог бы любить тебя так сильно, как я. Подойди ближе ко мне, и я подарю тебе благословение расслабления, любви и мира. Зачем ждать, чтобы принять меры? Можно продолжать любить и жить, несмотря на страдания, причиняемые другими людьми. Вы искренне чувствуете, что вам придется пережить дополнительные страдания, прежде чем вы сможете вернуться ко мне. Несмотря на то, что ты допустил ошибки, моя любовь осталась, и я всегда буду рада твоему возвращению. Чтобы найти меня, тебе не придется ждать неприятностей, ты можешь прийти ко мне прямо сейчас. В этот момент я готов нежно обнять тебя и показать тебе степень своей любви. Ваше будущее вот-вот претерпит драматические изменения, и проблемы, с которыми вы сейчас сталкиваетесь, скоро уйдут в прошлое. Я готов сделать замечательные интервенции. В твоей жизни я готов действовать. Ответы на ваши вопросы станут очевидными в течение короткого времени. Никогда не следует удовлетворяться посредственностью и следует пренебрегать советами людей, которых устраивает духовная нищета. Очень важно обратить внимание на то, что в вашей жизни вот-вот произойдет что-то необыкновенное. Сейчас настало время принести мне свое сердце, и вы ощутите великую преобразующую силу, которой обладает мое присутствие. Несмотря на ощутимую пустоту в вашей жизни, пожалуйста, позвольте мне проникнуть в ваше сердце, чтобы я мог наблюдать метаморфозу, которая постепенно будет происходить. Будет много людей, обидевших вас, которые вернутся, чтобы искать прощения и покаяния. Те, кто упустил вашу ценность, в конце концов поймут это, и двери, которые раньше были закрыты, широко распахнутся. Я надеюсь, что ваша жизнь будет благословлена настоящей и длительной дружбой, которая положит конец страданиям и изоляции.
Послание, которое я приготовил для вас, выдержит испытание временем. Мои слова способны изменить вашу жизнь к лучшему, какими бы ужасными ни казались вещи или какими бы огромными ни были предстоящие испытания. Несмотря на трудности, с которыми вы сталкиваетесь, вы должны сохранять самообладание и стойкость. Неприятные слова и действия других не смогут вас сломить. Ваша способность сохранять непредвзятость не позволит вам лить слезы из-за пустяковых конфликтов. Вы окружены божественной защитой, защищающей вас от планов тех, кто вами гордится. Сохраняйте свою стойкость в моих заверениях каждое утро, когда восходит солнце, в безопасности, зная, что вы окутаны теплыми объятиями вашего ангела-хранителя. Считая каждую слезу, пролитую за ночь, я смог наблюдать за вашей борьбой. Я был там, как источник утешения, сравнимый с материнскими объятиями. Мое дорогое дитя, я утешал тебя, прижимая тебя к себе в ночи печали и великой печали, которые ты пережила. В те минуты одиночества, когда ты чувствовал себя самым покинутым, знай, что я был рядом, ближе, чем твое собственное дыхание. Мир может быть суров и неумолим, но моя любовь к тебе — непоколебимая крепость. Именно в эти моменты молчаливого отчаяния ты должен помнить о моем обещании никогда не покидать и не оставлять тебя. Каждый ваш шаг я иду рядом с вами, направляя ваш путь и освещая его. Когда ты спотыкаешься и падаешь, я готов поднять тебя и нести, если понадобится, пока ты снова не обретешь силы. Ваше путешествие уникально и предначертано Богом. Каждое испытание и несчастье, с которым вы сталкиваетесь, это ступенька, а не препятствие. Доверьтесь моему божественному плану, потому что он совершенен и предназначен для того, чтобы превратить вас в человека, которым вам суждено стать. Не разочаровывайтесь в долинах жизни, они необходимы вам, чтобы оценить вершины. В минуты сомнений помните, что ваши испытания предназначены не для того, чтобы сломить вас, а для того, чтобы построить ваш характер и укрепить ваш дух. Когда вы стоите на распутье и выбор кажется вам огромным, обратитесь ко мне за мудростью и ясностью. Я наделю вас проницательностью, необходимой для преодоления сложностей жизни. Ваше доверие ко мне – это ключ, который откроет двери к возможностям, которые вы никогда не считали возможными. Примите это доверие всем сердцем, ибо именно через веру горы сдвигаются и совершаются чудеса. Моя любовь к тебе превосходит всякое понимание. Это любовь терпеливая, добрая и всегда присутствующая. Даже в моменты гнева и разочарования я рядом, любя тебя безоговорочно. Моя любовь не колеблется в зависимости от ваших действий или обстоятельств. Это константа, очень похожая на солнце, которое встает каждый день. Я желаю, чтобы вы наслаждались этой любовью и позволили своему сердцу исцелиться, затянуть раны и восстановить свой дух. Когда мир кажется холодным и непривлекательным, окутайте себя теплом моего присутствия. Позвольте моему миру окутать вас, миру, который превосходит все мирские проблемы. Этот мир – дар, данный бесплатно, и он обитает в вашем сердце. Вам просто нужно подключиться к нему, позволить ему течь через вас, успокоить свои тревоги и страхи. Вы были созданы для определенной цели, божественной миссии, которую можете выполнить только вы. Каждый день – это новая возможность объединиться с этой целью, искать и достигать поставленных перед вами задач.
Не бойтесь мечтать о большем, потому что со мной все возможно. Ваш потенциал безграничен и ограничен только теми ограничениями, которые вы накладываете на себя. Освободитесь от этих добровольных цепей и воспарите к высотам, которых вам всегда было суждено достичь. Окружите себя теми, кто поднимает вам настроение и вдохновляет. Отношения, построенные на основе взаимного уважения и любви, укрепят ваш дух и помогут вам расти. Будьте осторожны с теми, кто пытается вас тянуть вниз, потому что их негатив может стать тяжелым бременем. Вместо этого найдите тех, кто разделяет ваше видение и кто пойдет с вами в этом путешествии веры и цели. В минуты молитвы и размышлений полностью откройте мне свое сердце. Поделитесь своими радостями, печалями, страхами и мечтами. Нет ничего слишком тривиального или слишком великого, что вы не могли бы мне принести. Я здесь, чтобы слушать, направлять и поддерживать вас. Ваши отношения со мной самые важные, которые у вас когда-либо будут, и именно благодаря этим отношениям вы обретете истинное удовлетворение и покой. Всегда помните, что вы никогда не одиноки. В самые темные ночи и самые яркие дни я с тобой. Моя любовь — это маяк, который проведет тебя через самые бурные моря и приведет к берегам спокойствия. Доверьтесь этой любви, и пусть она станет краеугольным камнем, на котором вы строите свою жизнь. Двигаясь вперед, храните мои слова в своем сердце. Пусть они будут источником силы и комфорта. Вы бесконечно любимы, и ваша жизнь имеет бесконечную ценность. Примите свою судьбу смело и с верой, зная, что я с вами на каждом этапе пути. Ваше путешествие только начинается, и лучшее еще впереди. В утренней тишине мое спокойное присутствие, превосходящее человеческое понимание, окутывает вас и успокаивает ваше сердце, когда я кладу на вас руку и шепчу свое бесконечное обожание. Я здесь, защищая тебя своей рукой от жестоких штормов, сотрясающих ветры и от грохота моря. Как человек, испытавший душевную боль от подорванного доверия, боль от ядовитых слов и остроту онемения, я могу сочувствовать вам. Я понимаю, что значит любить кого-то, несмотря на его презрение. Я осознаю каждое чувство, которые ты испытываешь в моменты печали и тоски, каждую слезу, которая наворачивается на твои глаза. Ты занимаешь очень важное место в моем сердце, и я никоим образом не осуждаю твою уязвимость. Я осознаю, что нет никого, кто мог бы защитить тебя от неминуемой опасности извне. Теперь, когда ночь подошла к концу, вам следует забыть о своих тревогах по поводу смерти и неудачи. Пожалуйста, утешайтесь, зная, что я вернул вам радость, укрепил вашу веру и запечатлел обещание доверия в вашем сердце. Итак, чтобы подготовить вам путь к уверенному движению вперед в этот день, я хочу предоставить вам новую точку зрения и новые цели, к которым нужно стремиться. Имейте в виду, если вы не будете активно убеждать других людей, они, возможно, не смогут изменить свое мнение. На них не повлияют никакие рассуждения или слова. Более того, они могут даже презирать ваши усилия выиграть битву. Нет необходимости пытаться получить одобрение от людей, которые обречены на неудачу. Пожалуйста, имейте в виду, что я всегда рядом с вами, даже когда вы одиноки и нуждаетесь. Будьте терпеливы и сохраняйте свою веру.
Вскоре вы встретите человека, который окажет большое влияние на ваши отношения. Ваше значение для меня неоспоримо. Несмотря на то, что мы вместе всего несколько дней, я полностью очарован тобой. Теперь вы можете безоговорочно довериться мне, и я поведу вас по более многообещающему пути. На меня можно положиться, и я буду рядом с вами, когда вам понадобится моя помощь. Будьте честны со мной, если вы чувствуете себя утомленным. Я настоятельно рекомендую вам не раскрывать свои самые сокровенные эмоции людям, которые притворяются, что верны вам, но на самом деле пытаются обмануть вас, распространяя ваши переживания. Я хочу, чтобы ты, мой самый дорогой ребенок, полностью усвоил мое учение и узнал меня на глубоком уровне. Я готов помочь вам в достижении ваших целей и предназначения. После нескольких дней размышлений и печали твое присутствие стало для меня источником утешения. Вас ждет новая глава, полная волнений, когда вы увидите, как сбываются мои обещания. Я молюсь, чтобы слезы, которые вы плачете, были слезами радости, чтобы они могли углубить ваше доверие ко мне и принести вам утешение. Пока вы находитесь под моим контролем, вам не причинят никакого вреда. Потому что любому, кто захочет причинить тебе вред, придется противостоять мне. Невозможно переоценить степень моей любви к тебе. Это заставит вас обратиться ко мне за советом и зажжет ваше сердце. Расслабьтесь в моем присутствии и наслаждайтесь милостью, которую я вам даровал. Отношения, которые мы разделяем, могут перерасти во что-то очень замечательное, и я искренне надеюсь, что это произойдет. Я молюсь, чтобы вы пережили возрождение на духовном уровне и получили славу Божества. Я осыплю вашу душу обилием благословений, которые побудят вас и ваших близких искать меня с покорностью. Любой источник раздора, который может присутствовать в вашем доме, будет устранен, и вместо него я дам вам уверенность, что смогу положить начало новому началу для вас. Вы вместе с людьми, которые вам дороги, вот-вот испытаете кардинальные изменения в жизни. Продолжайте верить, потому что я способен достичь всего, чего вы задумали, если вы решите поверить в меня. Вскоре я осыплю тебя любовью, состраданием и прощением. Я обещаю тебе это сейчас. В свете нынешней неопределенной ситуации я осознаю ваше желание получить утешение и объяснение в случае, который сегодня ранит ваш дух. Когда возникнут сомнения и заставят вас задуматься, можете ли вы доверять данным мною обещаниям, знайте, что я здесь, чтобы оказать поддержку и понимание. Периоды уязвимости и обвинения могут попытаться воспользоваться вашей слабостью. Отвлекающие факторы отвлекут ваше внимание от приоритетов царства, а разочарование может исказить ваше представление о пути, ведущем к победе. Как ваш божественный наставник, я позволю вам преодолевать препятствия, которые в конечном итоге сделают вас сильнее. Представьте свою жизнь как большой холст, окрашенный красками стойкости и триумфа. Ваше сердце, данное небом, это инструмент божественного творчества, гармонирующий с музыкой небес. Приняв наши божественные отношения, вы позволите миру стать свидетелем чудесного полотна Божьего мастерства, проявленного через вас. С каждым испытанием вы получите шанс укрепить свою веру в меня и приблизиться к дню своего спасения. Поймите, что ваше соответствие моему божественному плану имеет первостепенное значение, особенно перед лицом трудностей,
учитывая ограниченность времени сатаны. Штормы следует рассматривать не как наказание или неудовольствие, а как возможность вновь подтвердить свою полную зависимость от меня. Мы будем решать ваши проблемы и цели в течение дня и вечера. Ты должен верить в меня, думать обо мне и не сдаваться. Пожалуйста, прими мою любовь и знай, что цена, которую я прошу, справедлива, несмотря на боль. Вы сможете пережить времена, когда недооцениваете себя. Помните, что моя любовь побуждает вас верить в нее, даже если вы совершаете ошибки. Я всегда буду здесь для тебя. Я посвящаю это послание всем моим храбрым воинам. Полностью примите в себе воина. Я неоднократно провозглашал твою славу воина. Не игнорируйте мое сообщение просто из-за возраста, болезни или финансового неблагополучия. Я создаю нестандартные пути и предоставляю непредвиденные возможности тем, кто готов выполнить мои запросы. Ты тот, кого я выбрал, и я готовлю тебя к победе над трудностями. Во времена неопределенности верьте, что мое слово заслуживает доверия, и держитесь его. Вы можете быть спокойны, зная, что, если вы останетесь верными, я выполню свою божественную цель для вашей жизни, и вы будете обильно благословлены. Вы находитесь в идеальном положении, чтобы быть бесстрашным, упрямым и сильным в своих убеждениях. Нет никакого оправдания сокращению, когда вы сталкиваетесь с семейными или финансовыми проблемами. У меня есть способность принести мир в мутную воду и показать вам путь к безопасности. Не сдавайтесь и прислушайтесь к тому, что я говорю, когда советую вам продолжать идти. Сохраняйте свою непоколебимую решимость, мой дорогой воин. Какими бы сложными ни были обстоятельства, для меня очень важны ваша радость и успех. Регулярно приобретайте их силу и противостойте своим противникам с непоколебимой уверенностью. Даже в случае серьезных разногласий и неотложных потребностей вы можете быть спокойны, зная, что я предоставлю вам ресурсы именно тогда, когда это необходимо. Ты сможешь напугать своих противников своей непоколебимой силой и храбростью, даже если они не смогут обнаружить моего присутствия. Вы получили мощное оружие, силу моего слова, ясного в согласии и провозглашении. Моя небесная сила укрепляет вас, чтобы противостоять вашим проблемам, а ваше послушание и доверие открывают вам путь к этому. Мой любимый воин, я испытываю к тебе глубочайшее уважение. Доверьте свое доверие и надежду людям, которые вам дороги, включая ваших детей и семью. Будьте мужественны, проходя через портал благословений, ибо они истинны, незапятнанные и вечны. Я хочу, чтобы вы знали, насколько я забочусь о вас, делясь широтой и глубиной моей преданности и любви. Я верю в тебя, даже во времена неопределенности. Моя любовь к тебе безгранична. Имейте в виду, что моя любовь благословлена, любима и защищена. Осознайте, что моя любовь действует как щит от печали, ведущий вас к безопасности и спокойствию. Возьмите за привычку утром первым делом искать теплые солнечные лучи. Моя любовь с тобой на каждом этапе пути, и мой свет будет вести и благословлять тебя. Хотя печаль может омрачить ваши дни, моя любовь – ваш постоянный спутник. На вашем пути не может возникнуть никакой опасности. Ты мой дорогой ребенок. Стой прямо и светись амбициями, потому что ты мой.
Пока вы сохраняете свою точку зрения, с вами ничего не может пойти не так. Примите эту истину мужественно и спасите себя от унижения и раскаяния в своих проступках. Из-за глубины моей любви к тебе я добровольно отдал свою жизнь на страшном кресте. Вам дано прощение за грехи, которые вы скрывали от других. Возможно, дорога перед тобой полна больших надежд и безграничных возможностей, дорогое дитя. Путешествуя вперед с уверенностью, которую я вам вселяю, поймите, что каждый ваш шаг находится под моим пристальным взглядом. Я разработал для вас план, наполненный божественной целью и глубоким смыслом. Примите эти новые цели, потому что они соответствуют вашему уникальному потенциалу и сильным сторонам. Даже когда мир кажется безразличным к вашим усилиям, знайте, что ваша ценность измеряется не человеческим признанием, а бесконечной любовью, которую я испытываю к вам. В тихие моменты, когда вы остаетесь наедине со своими мыслями, помните, что я рядом с вами, предлагая свою непоколебимую поддержку и руководство. Терпение – это добродетель, которую я прошу вас беречь, потому что именно через терпение вера становится сильнее. Вскоре вы встретите людей, которые сыграют важную роль в вашей жизни, привнеся радость и глубину в ваши отношения. Твое значение в моем великом замысле необычайно, и даже за то короткое время, что мы были связаны, моя любовь к тебе чрезвычайно возросла. Доверие – краеугольный камень наших отношений. Доверьтесь мне непоколебимо, и я проведу вас через неопределенность жизни к многообещающему будущему. Вы можете рассчитывать на то, что я буду вашим постоянным спутником и предложу помощь, когда вам это понадобится. Если вы чувствуете себя усталым или обремененным, не стесняйтесь поделиться со мной своими трудностями. Я призываю вас быть осторожными с тем, кому вы доверяете, потому что не все заботятся о ваших интересах. Есть те, кто может попытаться воспользоваться вашими уязвимостями. Мои учения являются источником силы и мудрости. Погрузитесь в них, и вы узнаете меня на более глубоком уровне. Я здесь, чтобы помочь вам осуществить свои мечты и осуществить свое предназначение. Даже во времена печали и размышлений твое присутствие приносит мне утешение. Новая глава, которая вас ждет, наполнена волнением и исполнением моих обещаний. Пусть ваши слезы будут слезами радости, укрепляющими вашу веру в меня и утешающими вас. Путешествуя по жизни под моим руководством, знайте, что вы защищены от вреда. Те, кто хочет причинить тебе боль, должны сначала противостоять мне, и моя любовь к тебе безгранична. Именно эта любовь побудит вас обратиться ко мне за советом и зажжет страстный огонь в вашем сердце. Наслаждайтесь моим присутствием и примите милость, которую я вам даровал. Наши отношения имеют потенциал перерасти в нечто поистине экстраординарное, и я надеюсь, что вы испытаете духовное возрождение и получите славу Божества. Я осыпаю вашу душу благословениями, поощряя вас и ваших близких искать меня с покорностью. Любой разлад в вашем доме сменится уверенностью в новом начале. Вы, те, кто вам дорог, находитесь на пороге трансформационных перемен. Продолжайте верить в меня, потому что с верой вы можете достичь всего. Вскоре я окутаю тебя любовью, состраданием и прощением. В трудные времена ищите моего утешения, потому что я знаю о вашей потребности в утешении. Когда сомнения затуманивают ваш разум,
и заставляют усомниться в моих обещаниях, помните, что я здесь, чтобы поддержать и понять вас. Уязвимость может стать причиной обвинений и отвлечений, но не позволяйте ей отвлекать вас от приоритетов королевства. Я допускаю только те вызовы, которые в конечном итоге укрепят вас. Представьте свою жизнь как холст, окрашенный оттенками выдержки и триумфа. Ваше сердце, божественный инструмент, создает гармонии, которые резонируют с музыкой небес. Приняв наши божественные отношения, вы откроете миру чудесное полотно Божьего мастерства, проявленное через вас. Каждое испытание – это возможность углубить вашу веру и приблизиться к спасению. Соответствие моему божественному плану имеет решающее значение, особенно во времена трудностей, потому что влияние сатаны мимолетно. Бури – это не наказание, а возможность подтвердить свое доверие ко мне. Мы будем решать ваши проблемы и цели вместе, днем и ночью. Вера в меня требует настойчивости и доверия, даже когда дорога кажется сложной. Обнимите воина внутри себя, потому что вы храбрый воин, выбранный для определенной цели. Возраст, болезнь или финансовые трудности не являются препятствием для моих планов. Я создаю пути там, где их, кажется, не существует, и предлагаю возможности тем, кто следует моему примеру. Ваше мужество и настойчивость чрезвычайно важны, и я испытываю к вам самое большое уважение. Во времена неопределенности доверьтесь моему слову и стойте твердо. У вас есть уникальная возможность проявить бесстрашие и силу своих убеждений. Преодолевайте семейные и финансовые проблемы, зная, что я могу принести мир и руководство. Не сдавайтесь, прислушайтесь к моему совету и действуйте решительно. Ваша радость и успех очень важны для меня, и я предоставлю вам необходимые силы и ресурсы именно тогда, когда они вам понадобятся. В моем слове вы обладаете мощным оружием, источником божественной силы, которая дает вам возможность противостоять любым испытаниям. Ваше послушание и доверие открывают путь к победе. Доверяйте и надейтесь на меня и на тех, кто вам дорог. Проходя через портал благословения, знайте, что оно истинно, незапятнанно и вечно. Моя любовь к тебе глубока и непоколебима. Даже в минуты сомнений я верю в тебя. Моя любовь – это щит от печали, ведущий тебя к безопасности и спокойствию. Ищи тепла солнечных лучей каждое утро, ведь моя любовь осветит твой путь. Несмотря на тени печали, моя любовь остается постоянным спутником. Нет никакой опасности, которая могла бы причинить тебе вред, потому что ты моя, мое дорогое дитя. Будь гордым и амбициозным, потому что ты принадлежишь мне. Пока вы сохраняете свою точку зрения, ничего не может пойти не так. Примите эту истину смело и освободите себя от стыда и вины за прошлые ошибки. Моя любовь к тебе побудила меня пожертвовать своей жизнью на кресте и дать тебе прощение всех твоих грехов. Это прощение – это дар, приглашение принять жизнь, полную благодати и цели. В этом путешествии веры я ваш постоянный проводник и спутник. Вместе мы преодолеем трудности и отпразднуем победы. Доверьтесь моей любви, доверьтесь моему руководству и примите путь, который я указал вам. Потому что ты мой любимый ребенок, а я твой вечный источник силы и любви. В обществе, где прощение встречается редко, а люди быстро защищаются,
может показаться, что многие другие не осознают вашего внезапного присутствия и преимуществ, которые оно приносит. Тем не менее, мы всегда будем помнить об уникальных отношениях, которые у вас с нами сложились. Когда другие люди завидуют вам, они могут попытаться придраться к вам, сочинять истории, чтобы критиковать вас, и пытаться причинить вам боль. Как только они поймут, что не способны причинить вам вред, они разозлятся еще больше и изо всех сил будут обвинять вас в своих промахах. Больше нет причин бояться этих нападений. Не обращайте внимания на слухи, сплетни и негативные комментарии. Если вы хотите добиться их признания, вы должны перестать тратить зря свое время и усилия. Вместо этого сосредоточьтесь на истине и силе, исходящей от нашей общей связи. Вы проявили большое достоинство. Что касается забавных приятелей, я больше не выбираю и не призываю вас подчиняться суждениям других. От вас зависит прожить свою собственную жизнь, не ища одобрения на то, чего вы хотите. Благодати в вашей жизни само по себе достаточно. Прислушивайтесь к звукам зависти, приближаясь к успеху. Вам было доставлено своевременное предупреждение, напоминающее вам о необходимости внимательно следить за окружающей средой. Когда солнце решит светить на вас, примите мое указание и полностью погрузитесь в мои уроки. Когда вы склоняетесь передо мной, я дарую вам силы обеспечить свою семью, начиная с собственного домашнего хозяйства. Держите то, что я даю вам, близко к сердцу, чтобы его преимущества не были потеряны, пока не наступят благословенные дни богатства. Те, кого любят, несмотря на их несовершенство, проявляют непоколебимую преданность. Будьте живым примером обязательства, которое я дал вам. Не позволяйте страху и неуверенности мешать вам достичь моих высоких целей. Важно без страха встречать вызовы и без колебаний приближаться к противникам. Прошу вас набраться терпения, а пока вы ждете исполнения моих обещаний, я дам вам дополнительные знания и силы. Никогда в жизни я не собирался подвергать себя такому рабству. Поэтому я настоятельно рекомендую вам держаться подальше от любых долгов, связанных с этим. Иногда мне нужно ваше руководство, чтобы укрепить мою любовь к такому человеку, как вы. Ваш мир, удовлетворение и процветание – воплощение моих самых сокровенных мечтаний. Они непостижимы, но безграничны. Чтобы получить от меня знания, открыть для себя энергию, спокойствие и приближаться ко мне ежедневно. Тебе придется набраться терпения и дождаться, пока мой голос тихо пробормотает тебе что-нибудь прекрасное. Каждая фраза, которую я произношу, предлагает множество преимуществ. Несмотря на то, что я простил вам ваши преступления, я повелеваю вам воздерживаться от деструктивного поведения, потому что я ваш Господь и Спаситель.